хотим передать вам сердечный привет от команды «Голос» Республики Саха-Якутия. нашим сверстникам Архангельской области Мы хотим рассказать вам о мифах в нашем прекрасном крае, селе Акана. об озере Джанкюда, об уникальном дереве Эмяхсинките. Добро пожаловать в наше село Акана! Аканинский наслег образован в 1828 году, расположен к северо-западу от озера Джанкюда. Герб наслега обозначает Аи-Мсур Удаган, который, превратившись в стерха, оберегает жизнь и судьбы людей. Спустившись с небес, они танцуют танец стерха, олицетворяя светлую жизнь. Озеро Джанкюда, указом нашего первого президента Республики Саха-Якутия, объявлено уникальным озером, национальным достоянием нашей республики. На береге озера Джанкюда жил-был старец по имени Дуаран. Человек этот был особенным. Когда земля укрывалась белым одеялом, Дуаран преображался и становился лебедем. Озеро Джанкюда история считался богом меченым местом, где воочию можно было увидеть танец белых лебедей. По преданию, его видели лишь избранные, самые счастливые люди. Дуаран мечтал, чтобы танец вечной любви, верности и надежды увидели все сородичи. Задуманное он исполнил. Собралось множество людей, а лица излучали свет, добро и любовь к жизни. Вот почему аканинцы поклоняются танцу белых лебедей, ведь жизнь сама по себе – это дарованное счастье от Бога. В начале 17 века под сенью этой лиственницы одна старая женщина перестреливалась с коренными жителями тонусами, о чем свидетельствует след от стрелы лука. Старушка вела бой с тонусами с другого берега Джанкюда. Говорят, что женщина погибла на этом месте. По преданию, здесь погреблены две женщины-удаганки. Это особо почитаемое окружающим населением дерево Эмяхсинкита, то есть дерево старушки. Рядом живущие почитают дерево как своего предка. В гигантском дереве дух-защитник местности и людей, живущих там. Мы, аканинцы, родом от Нюрбакана, наложницы отца Тыгына Дархана. Не выдержав гнета и угроз Тыгына, Нюрбакан со сыновьями сбежали в сторону Нюрбы. Все трое сыновей поселились на Нюрбинской земле. Позже внук Нюрбакана Эчик переехал на родную землю деда, в Ханалас. Там жил у одной богатой семьи. А в той семье была девушка по имени Акана. Эчик полюбил Акану. Однажды на Эчика напали тунгусы и убили его. А напуганная Акана со сыновьями пересекли озеро на берестяной лодке и поселились на его северной стороне. Местность, в которой они проживали, позже назвали Балаганнах. Сыновей Аканы звали Хардагас, Мохсогол и Моисей. Они являются прародителями трех родов аканинцев.